Значит, по поводу репрессий. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мой отец был репрессирован, но остался жив за то, что коммунисты его сдали в плен безоружного. Массово целый батальон в городе. Штрафные батальоны, да? Да, не штрафной батальон, а просто батальон с таких был сформирован, которым было по 45, по 50 лет. Вот так вот. Это долго рассказывать. Их бросили все в Гомель, и в Гомеле утром они ловили вечером кур, гусей, варили, а утром старший лейтенант, командир батальона, докладывал немецкому офицеру. И они все были сданы в плен. За то, что попал в плен 10 лет. Вот. Но остался жив. И как раз, когда я поступал в военное училище, он еще находился в лагерях. Но уже было, я не знал об этом, уже он был реабилитирован, и документы находились. И мне даже задали вопрос, как вы можете в училище, если вы сын врага народа? Это жах. Ну, затем, значит, я являюсь внучатым племянником. Внучатым племянником. Это моей бабушки родной, брат родной, Бородинский Кирилл Мартинович. В 1937 году был схвачен и расстрелян. Где? Может, в Хайсах. Может, еще где-то, кто знает. Но был расстрелян. Когда я, значит, я не буду подробности все, когда мне дали дозвол на изучение личного дела, так, моего родственника, это Бешенковический район, деревня Вижище, может, знаете, это где Задорожье и вправо, там километр. Вот. Он возвращался с Козьбы, и ехали два милиционера на лошади, ну, в смысле, на телеге. И его говорят, дед, где тут у вас в деревне такой-то живет? Он говорит, да вот там-то, ну, садись, подвези нас, покажи. Как сел дед, так сказать, так и... Вы знакомы? Да, так вот, значит, я читаю приговор за попытку создания троцкистско-бухаринского группы и нежелание вступить в колхоз. В высшей мере наказания. Выдали его паспорт 1868 года рождения. Да. Я не знал об этом. Вот. Безграмотный. Плюс я хочу подчеркнуть, безграмотный было написано. И справка с Бешенковического ЗАГСа, что он погиб 17 августа 1937 года. Свеженькая там, ну, дается команда, они там выписывают по месту жительства. Так сказать, такая я держал в руках. У него еще жива была дочь, которая жила в Даугавпилсе, Двинск, по-нашему, так сказать, как бы. Я ей выслал все эти документы, паспорт, справку, и рассказал. Она мне позвонила и говорит, племянник, можно ли узнать, где он похоронен? Я отвечаю, что, говорю, этими сведениями КГБ не располагает.